Вы поймите, что не выполняя те требования, которые изложил и президент России, руководство республики, мы подвергнем опасности не только себя, но и других. В Ингушетии зафиксирован первый случай подозрения на заражение коронавирусом. В Магасе состоялось заседание оперативного штаба. На уровне республики общественный транспорт эту неделю будет работать в сжатом режиме, а именно количество транспортных средств, которые будут выведены на маршруты, будет урезано. Режим повышенной готовности. Особые меры безопасности предприняты в аэропорту Магас и общественном транспорте. Когда им объясняешь и говоришь, что не положено, что действует карантин, есть приказ, на основании которого мы работаем, они не понимают. К родственникам любой ценой. Что происходит в приемном отделении ИРКБ и почему, рискуя здоровьем и ломая двери, нарушается карантин? Маски пошиты силами студентов Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа, активистами молодой гвардии «Единой России». Также к этому подключился и актив партии. Посильная помощь сделана своими руками. 1000 многоразовых масок пошили волонтеры для медработников республики. Осталось у нас только в основном окраска и плитка. Завершить плитку, установка дверей. На радость детям, а также их родителям. В Сунже близится к завершению строительства детского сада на 220 мест. На телеканале «Ингушетия» время вечерних новостей. Здравствуйте. В Магасе состоялось заседание оперативного штаба Ингушетии по предупреждению завоза и распространения инфекции коронавируса. В регионе зафиксирован первый случай подозрения на заражение COVID-19. Региональными тестами выявлена положительная реакция, пробы направлены на проверку в Москву. В течение 2 дней ожидаются точные результаты. Пациент помещен под надзор медиков. Ближайшие родственники также изолированы. Круг его контактов оперативно отработан для дальнейшей самоизоляции. Также на совещании обсудили поправки в Кодекс об административных нарушениях, одобренные правительством России, которые предусматривают ужесточение ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. Согласно новым данным, если гражданин нарушил режим карантина в условиях угрозы распространения заболевания, ему грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Если это должностное лицо, штраф составит от 50 до 150 тысяч рублей. Если юридическое лицо, от 200 до 500 тысяч рублей. За соответствующее нарушение карантина, если оно при этом привело к причинению вреда здоровью человека или смерти, но не содержит признаков преступления, размер взыскания составит для граждан до 300 тысяч рублей. Для должностных лиц до 500 тысяч, для юридических лиц до 1 миллиона рублей. Подобные меры были введены в связи с пандемией COVID-19. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов отметил, что соблюдение мер на территории республики будет под строгим контролем. За нарушением предписаний на открытие заведений, предприятий, торговых точек, магазинов, центров, салонов и прочих заведений, функционирование которых запрещено в данный период, предусмотрено наказание. Вы поймите, что не выполняя те требования, которые изложил и президент России, руководство республики, мы подвергнем опасности не только себя, но и других. Поэтому у меня только одно. Прислушайтесь, исполняйте это. Кто не будет исполнять, с сегодняшнего дня применяйте все санкции, неважно, где, кто это нарушает. Особенно юридические лица. Слушайте, свадьбу еще сыграете. Праздник еще будет. Но сегодня отложите это. Отложите это, не вздумайте этого делать. Категорически. 1000 в странах погибают, умирают. Понимаете? Единственная возможность избежать этого только одно.
меньше как-то контактировать. Что еще надо сделать, чтобы вы поняли, что нельзя выходить? Самая главная задача избежать массовости, это же было сказано, это прекратить ходить по улице. Кто-то, если надеется, что вот просто оно пройдет, не пройдет. И я только одно понимаю, значит, жестко, твердо настаивать на том, чтобы нигде никто не собирался. Не для этого дали, чтобы ходили по улицам в свободные дни. Надо сидеть дома. Без нужды никуда не выходить. 302 случая заболевания коронавирусом зафиксировано в России за последние сутки. Всего инфицировано 1836 человек. 66 выздоровели, 9 человек умерли. Оперативные данные приводит сайт stopcoronavirus.rf. 24 часа, 7 дней в неделю в режиме нон-стоп. В эти дни работают врачи и сотрудники Роспотребнадзора. В республике этим утром заговорили о первом подозреваемом с пока еще не подтвержденным случаем заражения коронавирусом. Какую работу проводят с возможным инфицированным пациентом в Ингушетии, расскажет Идрис Ижиев. Вирус COVID-19 продолжает свое пагубное шествие по всему миру. Во всех регионах страны введен карантин. Наша республика стоит особняком, являясь одним из немногих регионов страны, где ситуация пока не омрачена печальной статистикой. Все меры предосторожности соблюдены, а контактных граждан, прибывших из других регионов, тестируют на болезнь и изолируют на 2 недели с последующим наблюдением. На сегодняшний день в Ингушетии есть всего один случай с подозрением на заражение. Сегодня появился первый подозрительный случай, он пока сомнительный результат. У нас всего в Российской Федерации 3 института, которые исследуют, и до того, как они, это в Москве противочумные, в Питере и Новороссийске, Вектор. Пока они результат наш не подтвердят, у нас мы считаем, что еще просто сомнительный случай. Коронавирус очень коварная болезнь. Симптомы проявляются лишь спустя несколько недель после заражения, а человек даже не подозревает, что он является источником смертельной опасности как для себя, так и для окружающих. Чтобы установить окончательный диагноз, подозреваемый должен пройти ряд тестов в специальных лабораториях. Нами выявляется РНК вируса COVID-19 при постановке, при положительных, двухкратной положительной реакции нами, значит, положительные пробы с отбором дополнительного биологического материала, это сыворотка крови, отсылается в ближайший противочумный центр, это город Москва, определенная согласно приказа Федеральной службы Роспотребнадзора, на подтверждение коронавирусной инфекции. То есть диагноз, то что больной является носителем или больным коронавирусной инфекции, окончательное подтверждение идет только с противочумного центра. Всего в регионе протестировано 269 человек, и лишь 1 попал под подозрение медиков. Выводы делать пока рано, но чтобы обезопасить своих родных и близких, каждый гражданин должен следовать ряду обязательных правил. Самое, что можем посоветовать, это, конечно же, изолироваться дома. Изолироваться даже не только тем, которые вернулись из-за рубежа или из других субъектов Российской Федерации, но даже тем, которые находятся дома, никуда не выезжали, тем не менее, поменьше контактов, чтобы они сидели дома, чтобы ни с кем не контактировал, если есть возможность не проводить какие-то массовые мероприятия, публичные какие-то мероприятия. Несмотря на ужасающую картину в некоторых европейских странах, в России ситуация пока стабильная. Главное соблюдать правила карантина и все связанные с ним меры безопасности. Каждый из нас должен осознать всю степень ответственности, которая лежит на нас сегодня не только за свое здоровье, но и здоровье всей нации. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Народное собрание республики приняло сегодня постановление о дополнительных мерах по предотвращению распространения в регионе коронавирусной инфекции. Местным органам самоуправления рекомендовано провести разъяснительные беседы со старейшинами сел и религиозными деятелями о необходимости переноса дат семейных торжеств с участием большого количества людей. Кроме того, совместно с правоохранительными органами выявлять в населенных пунктах вновь прибывших и незаконно находящихся на территории иностранных граждан. Рекомендации также касаются соблюдения находящимися в самоизоляции гражданами предписанных им режима и требований. При необходимости к этой работе, кроме правоохранительных
правоохранительных органов и сотрудников Роспотребнадзора будут привлекаться также старейшины тейпов и религиозные деятели. В перечень рекомендаций главам населенных пунктов входит и работа по ограничению поездок жителей за пределы населенного пункта, в котором граждане проживают. Исключение составляют случаи, связанные со служебной и иной экстренной необходимостью. От посещения религиозных и культурных учреждений людей также нужно предостеречь. А пожилым людям старше 65 лет и гражданам, болеющим хроническими заболеваниями, нужно соблюдать режим самоизоляции на период борьбы с распространением коронавирусной инфекции, так как они находятся в первой группе риска. Ингушский парламент постановил ряд рекомендаций и для Министерства внутренних дел по Республике Ингушетия. От правоохранительных органов ожидают дополнительных мер в отношении лиц, транзитно передвигающихся по территории региона и недопущенных в близлежащие республики по определенным причинам, связанным с распространением вируса. Патрульные экипажи УГИБДД МВД по Ингушетии будут доводить до сведения водителей транспорта и до пешеходов, передвигающихся по территории Ингушетии, о нежелательности передвижения без острой необходимости. Управление Роскомнадзора, которое с самого начала ситуации находится на передовой, предложено совместно с главами администраций городов и районов, на территории которых расположены торговые пункты, провести рейды и установить временный запрет на реализацию товаров иностранными гражданами. Министерство труда и занятости тоже находится в списке структур, которые будут привлечены к борьбе против нового вируса. Им рекомендовано организовать социальное сопровождение одиноко проживающих граждан старше 65 лет из числа своих сотрудников и волонтеров, заранее сообщив им контакты сопровождающих. Депутаты Народного собрания, в свою очередь, на период борьбы с коронавирусом совместно с местными администрациями будут по месту проживания осуществлять контроль за исполнением обозначенных в постановлении рекомендаций. Дистанция 2 метра, закрытие всех общественных мест, никаких контактов, работают лишь продуктовые магазины и аптеки. Меры, что называется, жизненно важные для всех и каждого. По поручению главы Ингушетии особое внимание уделяется прибывающим в регион гражданам. Работа общественного транспорта будет минимизирована. Автобусы подвергаются санитарной обработке несколько раз в день. Особые меры безопасности предприняты и в аэропорту Магаз. Тему продолжит Хади Добриева. Вновь прибывшие самолеты, возможные носители коронавируса. Несмотря на то, что аэропорт Магаз не имеет международного статуса, контроль пассажиров проводится в штатном режиме. Спрашивают о самочувствии и измеряют температуру. Если специальный термометр показывает высокий градус, медики перепроверяют ртутным. Ситуацию контролируют и сотрудники Роспотребнадзора. У Хавы Албагачиевой отметка прибора не превышает 36 градусов. Как признается женщина, в Москву она ездила из-за проблем со зрением. Кроме больницы никуда не выходила и никаких лишних контактов не имела. На неделю всего лишь уехала. И если бы не такое, я бы вообще не поехала бы. Очень, конечно, я как могла предохранялась. И антисептики у меня, и салфетки, и спиртом. Все вот эти вот двойные перчатки у меня, и такие, маска тоже. Что могла, сделала. Надеюсь, что ничего. Не прикасалась ни к чему. Там в городе не выходила лишний раз никуда. В Москве тоже. И сейчас тоже буду очень сильно на карантине посижу недели 3. Все на улице продезинфицирую, только потом в дом зайду. После санитарного лечения приехала Эшет Цычоева, женщине 63 года. Но тот факт, что вирус представляет особую опасность для пожилых людей, уже имеющих различные заболевания, и надо бы изолироваться, ее не пугает. Она уверена, если соблюдать правила гигиены и безопасности, никаких проблем быть не должно. Надо предостерегаться, маски носить, руки мыть, то, что нам говорят. Гигиена и такие простые меры безопасности в виде масок и перчаток действительно могут помочь, говорят сотрудники Роспотребнадзора. Но только если вы, прислушавшись к призыву властей и медиков, не выходите лишний раз из дома. Поэтому разносчикам смертельной инфекции, которые приехали из других стран, лучше изолироваться. Одно из коварных свойств этой болезни то, что она протекает бессимптомно. Медики все об этом кричат, все об этом говорят. Бессимптомно, без температуры, без ничего. А в этот период времени вы можете быть носителем. Поэтому и говорится о самоизоляции, о карантине. Максимально возможном карантине. То есть, если человек прилетел из-за границы, он должен хотя бы, имеется в виду, предупредить родных, чтобы выделили ему комнату, чтобы он максимально дистанцировался от своих близких.
чтобы еду ему приносил и за ним как-то ухаживал один человек, который тоже стоял, максимально используя средства индивидуальной защиты, используя антисептики, контактировал с ним. На сегодняшний день в обслуживании пассажиров находятся 2 самолета аэропорта Магаз. На этой неделе они должны совершить 10 рейсов, намеченных плановым расписанием. Их взлет и посадка проводятся с соблюдением всех эпидемиологических норм и правил. После проверки вновь прибывших пассажиров зал приема багажа подлежит тщательной обработке поверхностей дезинфицирующим средством. Контроль ведется и за теми, кто только собирается выехать за пределы республики. О всех мерах профилактики руководство аэропорта докладывает на сегодняшнем расширенном совещании регионального Минтранса. Помимо безопасности на воздушном транспорте, здесь обсуждают и вопрос передвижения маршрутного такси и автобусов. На момент вынужденных выходных дней их поток по поручению главы региона будет регламентирован до возможного минимума. На уровне республики общественный транспорт эту неделю будет работать в сжатом режиме, а именно количество транспортных средств, которые будут выведены на маршруты, будет урезано. Время работы общественного транспорта тоже будет регламентировано определенным графиком. Необходимо это сделать для того, чтобы у предприятий было время для проведения санитарной обработки общественного транспорта. Санитарная обработка транспорта проводится 2 раза в день, прежде чем выехать на рейс и в перерывах между ними. Осман Цицкиев как раз заехал в гараж после очередной такой поездки. Правда говоря, поток людей уменьшилось. Вот я сегодня в 11 часов выехал с Джейраха, вот сразу заехал в гараж на обработку. Но здесь они сперва моют машину, потом обрабатывают каждый, где люди прикасаются, поручни, там руль, муль, там полностью, полы полностью обрабатывают автобус. Регламентировать Минтрансу предстоит и работу межрегионального транспорта. Как объясняют в ведомстве, они нацелены сегодня же определить конкретные точки посадки и высадки пассажиров межрегиональных перевозок с учетом регистрации транспортных данных всех приезжающих и уезжающих из республики пассажиров. Эти точки, очевидно, будут 2. Одна со стороны по направлению к Дагестану, например, да, или к Чеченской республике. Это город Сунжа. Другая точка – это наш автовокзал здесь, в Назране. В этих зонах функционировать совместные патрули с учетом, с привлечением, точнее, представителей Роспотребнадзора, Минздрава, ну, наших специалистов, очевидно, представителей правоохранительных органов. Повторяю еще раз, необходим внутренний самоконтроль. Каждому жителю Республики Ингушетия обращаюсь. Если вы возьметесь с пониманием за решение этой проблемы, то республика эффективно будет, скажем так, бороться с этим коронавирусом. Соблюдать бдительность и элементарные меры безопасности, придерживаясь личного карантина, понимая всю серьезность ситуации. Это единственное, что может сделать каждый из нас, чтобы не допустить распространения смертельного вируса. Хадида Забриева, Жаридат Халхоева, Адам Далаков, Новости 24. Пандемия диктует нам свои условия жизни и поведения. В целях недопущения распространения вируса в стране запущена масштабная акция «Сидим дома». Но некоторым жителям региона почему-то не сидится. Родственники больных буквально ломятся не куда-то, а прямиком в приемное отделение ИРКБ, где сейчас находятся в том числе и пациенты с подозрением на COVID-19. А тех, кто, по всей видимости, не боится коронавируса, репортаж Делимхана Калоева. Тот случай, когда даже шок в шоке. Им плевать на правила, на карантин, на свое и на чужое здоровье. Каждый ломится в приемное отделение, которое в эти дни, как и двор ИРКБ, зона повышенной опасности. Вирус может быть везде, правда, многие люди этого просто не понимают. Пройдите сюда, пожалуйста. Мы не просто так вам говорим, не заходите. Я вам о нем Понять людей тоже можно. Все приходят навестить своего близкого человека и узнать о его состоянии. Но сейчас в случае необходимости врачи сами будут выходить и вести беседу с родственниками. Все эти меры прежде всего для безопасности людей. Правда, понимают это немногие. Вот та самая изуродованная дверь, которую посетители чуть не сломали, пытаясь пройти вовнутрь. Нанести увечья на инвентарь, который у нас тут есть, на двери наши.
Вот. На фильтре у нас работают медработники, все посменно здесь находятся. Поэтому в случаях, когда больные поступают с неотложными состояниями, как транслируется и описывается в комментариях в соцсетях, что поступали в тяжелом состоянии, была необходима неотложная помощь, за счет этого, наверное, двери эти разбивали. Нет, это все не так. Все, что сделалось лицами, которые хотели пройти, проведать родственников, которые находятся на стационарном лечении. Когда им объясняешь и говоришь, что не положено, что действует карантин, есть приказ, на основании которого мы работаем, они не понимают. И вся агрессия выплескивается на нас, соответственно. У каждого, кто стоит за дверью, свои проблемы и причины. Здесь и те, которые приехали в республику из столицы, чтобы провериться и удостовериться, есть ли у них коронавирус. Вы сегодня приехали, вы изолируетесь на 14 дней от своих родственников и ожидаем. Так тест не берут, если нет признаков. Если у вас есть какой-то признак, вы сразу же звоните в скорую. Но выходить из дома, чтобы там не было, категорически нельзя. Необходимо сразу же сесть на домашний карантин и обязательно вызвать бригаду скорой помощи. Вы самоизолируетесь, то есть в течение 14 дней вы изолируетесь от всех своих родных и близких. В случае ухудшения своего состояния, если у вас появляются признаки ОРВИ, гриппа, чихания, как я уже ранее сказала, насморк, да, повышение температуры тела, вы звоните в скорую медицинскую помощь, откуда вам даются уже инструкции. Выезжает участковый врач, который также отбирает пробы, и по вашему состоянию принимаются меры по госпитализации. Вот по данному случаю? По данному случаю я скажу о том, что мы отправили их на изоляцию на 14 дней, на самоизоляцию, так как там ярких признаков нет, температура тела в норме. Они прибыли только сегодня утром. Мы их берем на контроль и передаем в управление Роспотребнадзора. Для госпитализации больных в инфекционном отделении предусмотрено 40 коек, которые при необходимости можно увеличить до 46. А если этого будет недостаточно, то расширить их можно до 75, задействовав соседние корпуса. Людей, которых доставляют с подозрением на коронавирус, помещают сразу же в отдельные боксы. Их здесь можно насчитать целых 7. То есть пациента, которые доставляют его, сразу же изолируют. Здесь есть отдельные выходы на улицу. То есть в само инфекционное здание человека с подозрением на коронавирус просто не запускают. И все процедуры уже медики выполняют в отдельных боксах. Впрочем, доставили сейчас только что в эти минуты еще одного человека с подозрением на коронавирус. Сейчас медики уже занимаются его состоянием. Нет, это не учение, а реальный случай. Врачи в противочумных костюмах поместили больного в бокс. Дальше съемочной группе нельзя. Слишком опасно. Не все люди понимают глобальность и всю серьезность последствий. Медики просто умоляют не выходить из дома. Мы сегодня врачи, мы будем стоять ради вас до конца здесь. Но вы же тоже берегите нас. Дома сидите, дома. Единственное, что сейчас самое важное, главная профилактика, это оградить себя от общества, от контактов, сидеть дома. Цифры растут. Ситуация с коронавирусом остается крайне тяжелой. Люди не берегут ни себя, ни других. Если так пойдет и дальше, последствия будут очень плачевными для всего народа. Зелимхан Калоев, Магомед Шаухалов, Новости 24. С сегодняшнего дня Россия временно закрывает границу для сдерживания распространения коронавируса. Автомобильные, железнодорожные, пешеходные – все пункты пропуска перекрыты, в том числе и на российско-белорусской границе. Ограничение не распространяется на доставку товаров. Также выезжать из страны и въезжать в нее смогут дипломаты, бригады поездов, водители грузового транспорта. В Москве тем временем ввели режим самоизоляции для всех жителей, независимо от возраста. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью. Кроме того, москвичам, которые обязаны появляться на рабочем месте, можно ездить на работу. Отмечается, что домашний режим самоизоляции не ограничивает права граждан приезжать в Москву или уезжать из города.
Меры профилактики и защиты от опасного вируса все те же. Никаких рукопожатий, не посещать людные места, часто мыть руки с мылом, соблюдать правила карантина. А тщательная дезинфекция дома в общественных местах – это не просто рекомендация, а поручение главы Ингушетии и обязательная мера. Насколько добросовестно ее исполняют в продуктовых магазинах и аптеках, проверяют сотрудники Роспотребнадзора. Светлана Томова с подробностями. Такую дезинфекцию технички в продуктовых магазинах проводят в день по несколько раз. Делается это в первую очередь в целях безопасности не только своей, но и посетителей. Представители Роспотребнадзора не просто советуют, обязуют предпринимателей соблюдать простые меры – протирать полы, стекла, витрины и ручки дверей дезсредствами. Каждый день вытираем и окна, все ручки, даже вот все корзинки, все, что руки можно трогать. Стекла, все, что есть. Даже вот эти тоже протирают. Нам хлорку здесь дают, хозяйка, и мы пользуемся везде. 2-3 раза в день я чисто все протираю с хлоркой. Везде. Даже вот на улице тоже, лестница тоже моем с хлоркой. Специальными хлоросодержащими средствами магазины вооружились прочно. Роспотребнадзор ранее уведомил о необходимости обработки торгового зала. Здесь сразу же закупили все необходимое для проведения такой тщательной уборки. Мы используем, вот это средство. После каждого посещения покупателей протираем ручки, те же корзинки, тележки. Мы очень серьезно относимся к этим мероприятиям. Наш персонал в перчатках, масках. По словам продавцов, в последнее время покупателей на порядок меньше. Что же касается цен, то их не завышали. В основном покупают чеснок, хлеб, овощи и фрукты. Цены у нас остаются те же. Мы не завышали. Единственное, у мальчика, то, что мы привезли, последний завоз был сахар. Там рублей на 30, по-моему, 40 у нас сахар подорожал, мешочки. А так цены у нас даже, говорят, ниже рыночных цен. Покупатели, в принципе, довольны. Лида Алмазова пришла в магазин за продуктами питания. Женщина призывает всех соблюдать карантин и оставаться дома, не посещать места скопления людей. Я призываю, чтобы все оставались дома, чтобы все лишний раз, чтобы не выходили. Я понимаю, если где-то что-то нужно купить, еще куда можем выйти-то. А так, чтобы лишний раз не выходили. Положение очень серьезное, инфекция очень серьезная. Так что я рекомендую всем оставаться дома. Соблюдает все необходимые меры безопасности, как убеждается комиссия, и в следующем продуктовом магазине. 100 грамм на 5 литров, так как у меня не 5 литров, чуть меньше. Вот так вот. А что есть антисептики? И вот этим раствором мы уже с утра обрабатывали. Да, обрабатывали все, что у нас есть. При входе в магазин покупателей встречают с влажными салфетками и антисептиком. Меры предосторожности в первую очередь должны соблюдать и сами работники. Теперь их униформу обязательно дополняют защитные маски и перчатки. Вообще повседневно мы обрабатываем по мере загрязнения. Вот эти поверхности, они же постоянно люди руками трогают, облокачиваются на них. По мере загрязнения обрабатываем. Но сейчас мы стараемся очень часто это делать. Хотя бы в целях собственной безопасности. Дорогие наши сограждане, пожалуйста, сидите дома, выходите по мере необходимости. Но я понимаю, что за хлебом, за чаем в любом случае нужно, за детским питанием люди приходят. Это да. Может, у кого-то нет денег, чтобы сразу все это взять оптом. Но в любом случае по мере необходимости выходить и без всякой надобности просто от безделия лучше не выходить и ограничить, правда, свое посещение этих магазинов, улиц. Не излишне напомнить и в аптеках о мерах профилактики. Здесь на видном месте антисептик. Но редко кто из покупателей им вообще пользуется. Что же касается лекарств, то многие и сегодня приходят за ними. Но в одни руки больше 2 антисептиков в аптеке стараются не отпускать. Антисептики у нас в свободной продаже не были. У нас были растворы, антисептические растворы для обработки рук. Также будут везде. Сейчас наличие у нас. А вот относительно... По 2 штучки даем, то, что осталось, уже, чтобы для всех хватило эти маски.
А относительно масок, что можете сказать? Какие вот цены? Относительно масок, то, что есть, вот отпускаем, стараемся 2-3 штуки на руки отдавать, как-то обеспечить их, объяснить им, не знаю, вот эта работа ведется у нас. Рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции Роспотребнадзор советует соблюдать всем жителям региона. Использовать защитные маски, мыть почаще руки, дезинфицировать гаджеты, не контактировать с тем, кто чихает или кашляет. А такие мероприятия надзорные органы будут проводить, пока ситуация с новым коронавирусом не урегулируется. Мы уезжали, мы видели ранее сотрудников управления Роспотребнадзора от всех этих торговых точках и где находится общественное питание, да, в кафе. Ранее выдавались брошюрки, памятки, рекомендации, чтобы они именно по этим рекомендациям полностью обрабатывали и проводили дезинфицирующими средствами обработку. И мы, как мы видели, люди соблюдают эти меры профилактики. Санитарные врачи рекомендуют продуктовым магазинам не рисковать своей репутацией и не пренебрегать мерами профилактики. А жителям республики быть осторожными и соблюдать правила защиты от заражения. Светлана Томова, Магомед Белакиев. Новости 24. Правительство России одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях за несоблюдение мер для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. По словам премьера, правительство намерено принять все меры, чтобы безответственные граждане не заражали других людей. Михаил Мишустин напомнил, что эта неделя указом президента объявлена нерабочей. Мы делаем все, чтобы люди могли с достаточным комфортом провести ее дома в режиме самоизоляции. А те, кому ответственности не хватает, не имели возможности распространить этот опасный вирус и заражать им других, добавил он. 1800-слойных многоразовых марлевых масок пошили для медработников республики волонтеры. Активисты молодой гвардии «Единой России», заметив их нехватку в аптеках, приняли решение самим их сделать. Ими был закуплен необходимый материал, и всего за 4 дня защитные средства были сшиты волонтерами. Ребята надеются, что смогут этим помочь врачам Ингушетии уберечь себя и свое здоровье. Сейчас государство испытывает небольшие сложности с этой провизией. Маски пошиты силами студентов Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа, активистами молодой гвардии «Единой России». Также к этому подключился и актив партии. Мы все своими силами, сколько смогли, пошили. Будем продолжать эту работу. Надеемся, что, возможно, граждане услышат нас, прислушаются к такой доброй акции и тоже со своей стороны окажут помощь. Ведь медицинские работники сейчас на передовой, они рискуют своими жизнями ради нас. Давайте поможем им немножко. Марлевые маски передали министру здравоохранения Заре Мильяновой. Она отметила, что даже 5-слойные смогли бы обезопасить. А у этих и слоев побольше, и сделаны они с душой и прочно. У таких защитных средств бессрочная носкость, их можно стирать и носить долго, пока не порвутся. Все они в ближайшее время будут переданы медицинским работникам республики. Конечно же, вот такая вот помощь, которую нам сегодня региональное отделение «Единой России», вот в лице Беслана и в лице этих ребят, вот, которые как волонтеры работают, активисты. Вот как раз это тот пример, который должен быть заразителен для всех. Все, кто может. Вот кто сидит дома сегодня, молодежь, взрослые, женщины, те, которые умеют шить, могут взять вот так же, взять инструкции. Инструкции есть и в интернете, и мы можем рассказать, сколько слоев марли должно быть, сколько должно быть, какие размеры. Могут, конечно, шить маски. Это для нас реальная практическая помощь, и мы ей будем благодарны. Потому что сегодня маски эти очень дорогие, и их просто-напросто негде купить. А теперь о других новостях. В Сунже близится к завершению строительства детского сада на 220 мест. Основной фронт строительных работ уже завершен. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой здания и облагораживанием территории. О качестве проводимых работ и сроках ввода в эксплуатацию объекта репортаж Идриса Ижиева. Еще несколько лет назад на этом самом месте не было ничего, кроме бурьяна. А сегодня выстроено огромное здание будущего детского садика. Внешние работы почти завершены. Рабочие заняты внутренней отделкой. Мы занимаемся маляркой в основном. И осталось у нас только в основном окраска и плитка. Завершить плитку, установка дверей, напольные плитки и ламинат. Потом у нас идет завоз оборудования. Частично оно уже завезено,
а основной материал еще в пути. Почти во всем здании уже уложена настенная и напольная плитка. Это заслуга Гирихана Аздоева. Он делает работу быстро и качественно. Мы стараемся как лучше сделать. Мы для себя же делаем, не для чужих людей. Даже и некрасиво. Надо стараться сделать как лучше. Ну, увидите работу. А вот в связи с болезнью коронавирусом работу не прекращаете, все равно работаете? Ну, работаем. Кто вот болеет, дома остается, бригады, кто не болеет, выходим на работу. Ну, надо же сдавать же. И коронавирус серьезное дело. Все равно работаем. В двухэтажном здании для детей и воспитателей предусмотрено все необходимое. Пищеблок, игровые и спальные комнаты, медпункт, музыкальные, хореографические кабинеты, спортзалы, а также раздельные санузлы. Позаботились и о безопасности. Перила спроектированы так, чтобы ограждения были выше роста среднестатистического ребенка. Сейчас рабочие их устанавливают и полируют. Снаружи также кипит работа. Рабочие трудятся над выравниванием ландшафта для будущего тротуара. Специальным прессовочным станком они утрамбовывают землю так, чтобы не было ни единой неровности. Следом же идет укладка плитки. Строительство объекта началось в октябре прошлого года и уже близится к завершению. Сейчас строители благоустраивают прилегающую к зданию территорию. Рабочие уже огородили сад, построили теневые навесы и даже успели высадить декоративные деревья. Объект будет сдан в эксплуатацию в начале лета. Детский сад станет настоящим подарком для местных жителей. Ведь с ростом рождаемости в Ингушетии появляется острая нехватка мест в дошкольных учреждениях. Благодаря поддержке федерального центра до конца года в Ингушетии откроют 14 детских садов и 11 школ. Кроме того, начнется возведение новых 10 образовательных учреждений и 1 детского сада. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.